Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Группа видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены с учетом пожеланий глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры, а для слабослышащих мы добавили голос. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. Пенсия. Образовательное видео для глухих и слабослышащих людей. Что такое пенсия? Пенсия – это денежное обеспечение за стаж работы по инвалидности, нетрудоспособности и так далее. Пенсионный возраст. Согласно закону Кыргызской Республики о государственном пенсионном социальном страховании, женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины – в 63 года. Классификация пенсии. Первое. Распределительный. Работающие люди, выплачивая налоги и отчисления, содержат пенсионеров. План социального фонда, по которому гражданин отрабатывает всю жизнь на предприятии и получает пенсию через социальный фонд. Второе. Накопительный. Подразумевает накопление в негосударственных пенсионных фондах. Здесь гражданин откладывает некоторую сумму в течение минимум 7 лет и будет получать прибавку к основному заработку с помощью негосударственного пенсионного фонда. Из чего состоит пенсия? Стоит заметить, что каждая пенсия в КР состоит из 3 частей. Первая – базовая, гарантированная часть пенсии, которую граждане получают по возрасту и с учетом страхового стажа. Для женщин он 20 лет, для мужчин 25 лет. Она составляет 1500 сомов. Второе. Первая страховая. Выдается пенсионерам, имеющим страховой стаж до 1996 года. Для того, чтобы посчитать эту часть пенсии, среднемесячный оклад за любые 5 лет надо умножать на стаж работы и на 1%. Третье. Вторая страховая. Эта часть пенсии начисляется с учетом суммы накопленных взносов с 1996 года. Ежемесячно работодатель удерживает 17,5% от суммы заработной платы на страховые взносы, из которых 15% идут в пенсионный фонд. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии по возрасту. Для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях должны быть представлены следующие документы: паспорт, трудовая книжка, диплом об окончании вуза, военный билет, для женщин свидетельство о рождении на детей, справки об уплате страховых взносов за этот период, выданные органами соцфонда. Справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 1996 года. Сообщение о занятости и заработной плате за период с 1 января 1996 года, выданные работодателями. Свидетельство о регистрации или расторжении брака при наличии документов, выданных на другую фамилию. 2 фотографии размером 3 на 4 см для получения пенсионного удостоверения. Документы, подтверждающие право на получение надбавок.
Другие виды пенсий. Помимо пенсии по возрасту, граждане Кыргызстана могут получать некоторые пенсии. По потере кормильца право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи, такие как дети, братья, сестры или внуки до 16 лет, состоявшие на иждивении умершего. По инвалидности. Что такое негосударственный пенсионный фонд? Негосударственный пенсионный фонд Кыргызстан был создан в 1994 году. Первые пенсии с его помощью вкладчики получили в 1998 году. На сегодняшний день вкладчиками являются около 2000 человек, а пенсии получают около 500 человек. Ежемесячно в такой фонд стоит вносить не меньше 100 сом. Минимальный период для вкладчиков составляет 7 лет. Существуют программы, рассчитанные на разное количество времени – 10, 15, 20 и 25 лет. Вам нужно иметь при себе только ID-паспорт для открытия счета в пенсионном фонде. Вы можете найти информацию о пенсионном фонде по ссылке. Кому доверять – социальному фонду или негосударственному пенсионному фонду? Пройдемся по преимуществам и недостаткам обеих систем. Социальный фонд. Государство берет на себя ответственность за выплату пенсии, гарантируя стабильную выплату через обязательное социальное страхование граждан. Однако размер пенсии не контролируется гражданами. Также они могут не дожить до пенсионного возраста. В этом случае накопленная за все годы пенсия сгорает. Социальный фонд собирает деньги с трудоспособных граждан и раздает их нынешним пенсионерам. Вы можете найти подробную информацию о соцфонде, посетив их сайт. Негосударственный пенсионный фонд. Вкладчик может сам контролировать и устанавливать размер своей будущей пенсии, и если с ним что-то случится, то его пенсию можно передать по наследству его родным и близким. У НПФ нет возрастных ограничений. Можно начать откладывать средства в любом возрасте и получать пенсию в 30 или 50 лет. Каждый будущий пенсионер должен взвесить плюсы и минусы обеих систем и самостоятельно решить, стоит ли вкладывать деньги в НПФ, поскольку социальные отчисления в социальный фонд и так являются обязательными. Как посчитать свою будущую пенсию? На сайте Социального фонда Кыргызстана есть специальный калькулятор, с помощью которого любой гражданин может посчитать примерный размер своей будущей пенсии. Если вам интересно, сколько денег вы будете получать на пенсии от государства, можете пойти сюда и посчитать свою пенсию. Благодарим за внимание.